Чуть позже глава Ингушетии провел совещание о работе карьеров по добыче полезных ископаемых на территории Ингушетии. Так, в регионе в пользовании находится 30 карьеров, 13 из которых не осуществляют свою деятельность в связи с отсутствием спроса на добываемое сырье. 2 участка находятся на стадии геологического изучения. Руководитель региона дал поручение провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Ингушское карьероуправление». Он сказал о необходимости разработки плана по финансовому оздоровлению предприятия, который позволит вывести предприятие на необходимую рентабельность. На совещании также шла речь о досрочном прекращении права пользования участками недр, пользователями которых не соблюдаются установленные требования. Без ТЦ их никто не слушает. А если бы он знал бы, он бы всем сказал: «Кайнах, ваш жертвуйте, вождуйте, ермарху дачу. Вот ваша доля, остальное копилку государства. Мы все должны погасить это. Отчисления, налоги, поэтому разберитесь с этими участками, почему они закрыты и почему там, я сейчас хотел вот именно, чтобы услышать, почему отдали Актимеру в Халуз, Евкуру в Халуз, Гагию в Халуз, Водила в Халуз. Если вы ему отдали в аренду карьер, то вы ему обижите его, фудидижвоз. Эрни фудидижвоз, Сарах фудидижвоз, Бета фудидижвоз. А что эти, не знаю, может, выйти на аренду, он же сам хочет в аренду взять. Тогда обижите его тогда, чтобы он долги не накапливал. А, первое, что он долги там на этом карьере гасит, б, он наращивает там уже доходы. План ясный, представитель правительства не утвердил у вас план. Вице-премьер не утвердил. План карьеры управления не утвердил. У начальников карьеров нет никакого плана. Ханикишек план хал, частный, не частный хал. У кого-нибудь есть план задания на квартал, на месяц? Вы пока всех не привяжете к общей системе, Бог убачен.